Памятником совершенно, опять-таки, малоизвестным, малопопулярным, по памятникам, которые очень мало кто знает. Ну, Эски-Крым, он несколько посчастливее оказался, чем Карасу-Базар, потому что в нем все-таки кое-что сохранилось из тех памятников, которые обеспечивали его, которые скорее были свидетелями его давней славы. В частности, сохранились мечети, сохранились целый ряд построек, сохранилась такая древняя святыня, как мечеть Узбека и так далее. Поэтому Старый Крым, как-то экскурсионным, может быть, слишком популярным маршрутом он и не считается. Тем не менее, все-таки эти здания, эти постройки вызывают интерес. Но те, кто посещает Эски-Крым, он очень и очень редко видит такой памятник, видите, к которому нам пришлось проходить через частные сады, огороды, виноградники и так далее. Вы уже видели этот город, по крайней мере, некоторые из вас. Поездку на памятники Эски-Крыма вы совершали еще до того, как я к вашему проекту присоединился. Вот этот памятник, я не думаю, что вы с ним знакомы, не думаю, что вы его в ту поездку свою видали. Почему мы специально свернули и заехали сюда? Потому что однотипные два схожих памятника я вам хотел сегодня показать по пути. То есть караван-сарай Карасу-Базарский и караван-сарай Салхатский, Эски-Крымский. А именно на его территории мы и находимся. То есть вот эти стены, которые вы видите, это остатки сооружения, очень подобного тому, которое мы видели в Карасу-Базаре. Потому что Эски-Крым, в те времена он просто Крым назывался, то есть без этой старой приставки. Крым это в свое время был рынок, пожалуй, покрупнее, чем Карасу-Базар. Когда-то это был такой единственный крупный город на равнинах Крымского полуострова. Кефек, конечно, это старый город, он был очень издавна. А в те времена, когда еще не было ни Бахчисарая, ни Ахмеджида, ни Гизлева, то есть в раннеордынские времена, это был, по сути, центр городской жизни очень значительный. Про Салхат, как он еще тогда назывался, известно, что тут была и крепость, что город был обнесен стенами. И известно, что здесь были знаменитейшие караван-сараи, их было несколько. Точные их названия и точные их имена, может быть, сейчас уже неизвестны, однако про масштаб торговли позволяют судить здешние раскопки. Все-таки его копали. В 20-х годах его копали. Сейчас как вы видите, ведутся тут определенные работы. И эти раскопки показывают товары из таких отдаленных областей, даже не скажу Орды, а скажу всего мира. Показывают такие редкостные предметы, которые сюда привозились очень издалека, что в Карасу-Базаре в более позднее время таких например, нам неизвестно, даже что там раскопок не было, неизвестно таких предметов. То есть здесь найденные товары, какие товары? Предположим, осколки фарфора, предположим, находки металлических изделий. Они показывают, что торговые связи отсюда шли очень и очень далеко. Так вот, понятно, что такой мощный торговый поток, конечно, он тоже не мог не породить соответствующую инфраструктуру. Вот такой элементом этой инфраструктуры является караван-сарай. Сейчас, конечно, его уже достаточно трудно понять, как он выглядел. Даже в Карасу-Базаре, пожалуй, он сохранился немного получше, потому что там можно видеть комнаты, там можно видеть вход, там надпись «Входная над аркой» и так далее. Там орнаменты. А здесь мы видим только стены. Единственное, что нам тут подсказывает про какие-то его такие особенности, про то, как он был устроен, вот эти отверстия в стене, это не что иное, как гнезда для балок. То есть там были деревянные балки. И можно себе представить, что он был устроен по тому же принципу, как и Ташхан, вот этот караван-сарай в Карасу-Базаре. То есть тоже двухэтажная была к нему, вот к этой стене, двухэтажная пристройка. Внизу склады,
наверху гостиница, видимо, полы были деревянными, видимо, вот в этих вот гнездах стояли то, что называется логи, то есть балки, и, так сказать, на них располагался вот этот второй уровень. Но в таком случае вот этот двор, он должен быть ничем иным, как вот двором этого караван-сарая, огражденным со всех 4 сторон, где у него был вход, где у него были ворота. Я, честно говоря, сейчас не готов угадать. Видите, в Карасу-базаре они сохранились отчасти, здесь нет. Но, тем не менее, вот это вот был тот самый караван-сарай. Ну, защищен он был очень неплохо. Если мы знаем, что караван-сараи имели башню, то, вероятно, вот тут на углу такую башню тоже можно было наблюдать. И вот эти вот раскопки, они начались очень недавно. Последний раз я здесь был где-то в 20-х числах июня этого года, летом, по пути на Казантип. Так сказать, я сюда заехал, раскопа еще не было. То есть абсолютно новый. И вот мы видим, что тут такая четырехугольная башня пристроена на самом углу. Вероятно, по той же схеме было построено здание, как там его описывают и в Лиачи-Либи, и в Карасу-базаре. Защита, получается, была надежная, потому что, во-первых, эти товары под охраной вот этих стен, как все караван-сараи устроены, ну и, во-вторых, сам город тоже был обнесен стенами. Но это было связано уже не с казаками, казаков тогда еще не было, они тогда еще не действовали и Крым не тревожили. Это было связано с внутриордынскими различными противоречиями, потому что на протяжении всей своей истории Крым был такой очень лакомой землей. И, в принципе, любые империи, которые когда-либо им владели, такой вот разменной монетой в отношениях их правителей он являлся очень часто. Ну, Орда, она не была исключением. То есть